пережил клиническую смерть. Сам он, конечно, об этом не знал, но он рассказывает о том, как проходила операция. Она была связана с трепанацией черепа. И во время операции он вдруг потерял сознание, и через какой-то момент он обнаружил себя парящим над собственным телом. Он обратил внимание на часы, которые находились в палате, заметил время и отошел от своего тела, над которым склонились хирурги, и как бы стал на свои новые ноги. Тело напоминало какую-то такую эфирную массу. И после этого у него появилось желание выйти через балконную дверь в сад, и там он увидел больничный сад, скамейки, то есть всю нашу, так сказать, обычную обстановку, но в каком-то совсем новом свете, преображенном. И его тогда поразила такая мысль: вот она, вечность. Через какое-то время его увлекло обратно в эту операционную, он вошел туда и потерял сознание. Когда он очнулся и рассказал об этом лечащему врачу, он сказал, что медицина тут ничего не может объяснить с этим событием, но во всяком случае я могу вам сказать, что у вас было 4 минуты клинической смерти. И этот человек очень изменил как-то свою жизнь. Он и до этого был верующим, так, знаете, довольно-таки формально. Раз где-то в год он бывал в церкви, а тут он стал чуть не каждый день быть в храме и всем говорил, рассказывал об этом своем опыте, всем, кто его знал, и о том, что все, что говорит церковь, все, что там происходит, это все правильно, необходимо, это все подлинная истина. И помню, нас тогда этот случай очень всех поразил. Это было где-то в начале 60-х годов. И все знакомые очень так этим были потрясены. И позже, когда где-то уже в году 73-м или 74-м, когда я уже служил в церкви, я совершенно неожиданно в одном французском журнале увидел кратенькую заметочку о книге Раймонда Муди «Жизнь после жизни». И в этой заметке рассказывалось о том, что он собрал свидетельства более чем 150 человек о подобном опыте. Я, конечно, сразу заинтересовался, и эту книгу, в общем, через друзей удалось достать довольно скоро. Я ее прочел быстро, и книга показалась мне настолько интересной, я был сразу как-то уверен, что она станет бестселлером, если нас ее перевести. Конечно, тогда это невозможно было отпечатать, и у меня сразу появилась мысль ее перевести и, так сказать, запустить в самиздат. С точки зрения современного состояния человечества, я думаю, что книга чрезвычайно важна. Она особенно важна для нашей страны, потому что миллионы людей на протяжении 70 с лишним лет были убеждаемы всеми средствами массовой информации и государством в том, что существует только эта жизнь, и что после смерти нет ничего. И для наших людей, поэтому это наиболее важно, эти свидетельства. Они мне, как и священнику православному, и как в прошлом ученому, представляются достоверными по следующим обстоятельствам. Во-первых, это люди самых разных категорий, разного возраста, пола, происхождения, культурного уровня. И тем не менее они говорят, в общем, об одном и том же. Представить себе, чтобы такое количество незнакомых друг с другом людей сговорились, невозможно. Кроме того, есть одно свидетельство, которое говорит о невозможности передачи нашими земными словами этого опыта, потому что наши земные слова приспособлены для нашей земной жизни. А опыт этой потусторонней жизни, он может передаваться только образами, аналогиями. И эта тонкость, она очень такая убедительная. Кроме того, все эти люди, они пережили этот опыт как подлинный, который изменил их жизнь. Знаете, дерево познается по плодам, и не может дерево худое приносить плоды добрые. И эти люди стали более открытыми, любящими, верующими, и все они убеждены в том, что жизнь личности человеческой продолжается и после смерти его тела. Я думаю, что это очень важное свидетельство, которое заставляет людей задуматься, как я проживаю свою жизнь, для чего она мне дана. Не просто для того, чтобы достичь каких-то положений в обществе, богатства, удовольствия и прочего, а что я дам ответ за каждый день своей жизни. Я думаю, это совершенно совпадает с евангельской вестью. И сам этот опыт, именно потому, что он учит человека добру и открытости, я думаю, что он нам дан самим Богом для того, чтобы заставить людей задуматься о том, для чего они пришли в этот мир, куда идут
и что их ждет после их смерти. Для людей, исповедующих индуизм и буддизм, страшна не смерть, а новое рождение. Колесо судьбы привязывает человека к новым воплощениям, обрекая на новые страдания до той поры, пока дух не достигнет совершенства. То тогда он сможет освободиться от оков земного бытия. О, сын благородной семьи! На чем бы ты сейчас не сосредоточился, то и произойдет. Поэтому не думай о злых делах. Сосредоточь свой ум, стремись продлить воздействие благой кармы. Далай-лама, верховный владыка буддистов-ламаистов, считается воплощением одного из тысячи Будд, которые отказались от блаженства, чтобы помогать всем чувствующим существам. Дух Авалокитешвары, божество милосердия и сострадания, переходит из тела Далай-ламы после его смерти в другого человека. В Тибете поиски нового воплощения Далай-ламы могут занимать годы. Так было и с нынешним Далай-ламой XIV. Экспедиция, снаряженная для поисков нового воплощения, путешествовала в течение 2 лет, прежде чем начали сбываться знаки и приметы, указывающие на присутствие где-то поблизости кандидата в Далай-ламы. В одном из крестьянских домов гонцов из Лхасы, столицы Тибета, встретил мальчуган. Он бросился им навстречу с криком «Сэра Лама!». Он не только узнал монахов в этих людях, переодетых торговцами, но и точно назвал монастырь Сэра, откуда они прибыли. Дальнейший экзамен 3-летний малыш сдал блестяще. Он сразу выбрал из груды предложенных четок самые старые и потертые, те, которые принадлежали прежнему Далай-ламе, отвергнув новые, украшенные золотом и костью. Да и на теле малыша имелись знаки, указывающие на его божественное происхождение. Никто не может избежать кармы, закона причин и следствий, который, как считают индуисты и буддисты, сильнее всего в этом мире. Потому люди приходят на землю вновь и вновь, дабы испить до конца чашу страданий и искупить свои грешные деяния. О, сын благородной семьи! Даже если тоска и желание охватят тебя, ты не сможешь остаться. Ты сможешь только блуждать в сансаре. Не желай, не тоскуй, помни о 3 драгоценностях. В этом главная суть. Уверенно познать, что все возникающее сейчас, даже если оно пугает, лишь твое отражение. Вода из реки забвения стирала память о странствиях души до ее воплощения в теле, скрывала от человека тайну прихода в этот мир и ухода из него.